Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». Мы одновременно выходим на телевидении НВК Саха и радио Тетим Саха Радиота. Режиссеры программы Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона ведущая Елена Попова. Уважаемые телезрители и радиослушатели, если у вас возникнут вопросы в прямом эфире, прошу задать по телефонам 8 41 12 32 00 66 и 32 11 66. Ну а сегодня тема у нас очень важная для каждого из нас – психология денег. И сегодня мы пригласили в гости заместителя директора по психологической работе Якутского республиканского психологического центра Туприну Октябрину Ксенофонтовну. Здравствуйте, Октябрина Ксенофонтовна. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, немножко о вашей работе и о том, где вы работаете. Якутский республиканский психологический центр создан очень давно, 25 лет мы отметили в прошлом году, 25-м. И мы подведомственное учреждение Министерства по делам молодежи. Раньше наш центр назывался Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Но вот теперь мы Якутский республиканский психологический центр. У нас очень много направлений работы. Есть 20 филиалов в районах. Поэтому мы государственный центр, которым оказываем в основном бесплатную психологическую помощь для тех, кто испытывает в основном кризисное состояние, ну и платные услуги для тех, кто заинтересован в психологии развития. Ну и последние годы, с 2022 года, мы очень много работаем по направлению специальной военной операции. Это работа с комбатантами, это работа с их родителями, женами, детьми. В общем, вот такое направление. На сегодняшний день у нас в Ростове-на-Дону работает 37-я бригада психологов в госпитале. Понятно, спасибо большое. Вот у нас цикл программ про финансы. И в прошлой программе мы разговаривали про мошенничество. Получается, что жертвы мошенников приходят к вам. Бывает такое, что они приходят, и вообще часто ли приходят, обращаются? Да, обращения есть, но нельзя сказать, что это массовые обращения. У нас всплеск обращений был в 2023 году, в 2024 году у нас было немного обращений, а вот в 2025 году были совсем единичные случаи. А вот в 2026 году пока еще нет. Мне очень интересно, хотя вот эта тенденция растет. Но вот смотрите, тут, наверное, все-таки связано с разными какими-то непростыми проблемами. Я думаю, что вообще сам вопрос мошенничества, финансового мошенничества, он же выстроен, как мне кажется, это очень мощная проекция тех проблем, которые существуют в обществе. И мошенничество само по себе, что это такое? Это же легкие деньги. То есть, когда людей на самом деле обманывают и пользуются их какой-то наивностью. То есть для жертвы легкие деньги, да, вы имеете в виду? Да. И тут вообще я хочу сказать, что сам вопрос не очень хорошо изучен. Да, потому что это явление стало массовым в последние годы, когда экономика страны стала сильной. То есть, когда у людей появились кое-какие возможности. Тоже определенные, есть мысли для того, чтобы понять вообще, что это за явление такое. А вот с чем связано, как вы думаете, вот то, что вы говорите, в 2025 году практически не обращались люди, да? То есть люди стесняются этого, получается. Думаю, да. Быть жертвой. Да. А вот как с этим, как из этого выйти, да, человеку? Ему же нужна помощь, это же очень серьезный стресс, это очень серьезная проблема в его жизни. Вообще, я думаю, что на самом деле эта проблема о чем говорит? О том, что любая проблема, в том числе проблема, когда человек попадает вот именно в мошеннические схемы, она всегда говорит о том, что что-то надо менять. Это, во-первых. У человека, да? Да, человек должен... Почему он попадает в такую ситуацию? Какие-то есть же предпосылки к этому. Это, во-первых. То есть человек оказался в чем-то не готов. Человек не информирован. Да? Может быть, он вообще даже об этом и не думал, что он попадет в такую историю. Обычно так и бывает, скорее всего. Да, вот именно. И почему
и может ли быть человек вообще готов ко всем таким ситуациям? Да? На самом деле же в реальной жизни человек не может быть готов ко всем трудностям, которые мы встречаем. И поэтому, если появилось такое явление, было бы неплохо на самом деле, для людей думающих, для информированных людей, просто понаблюдать, а что это за ситуация, и выработать хоть какое-то минимальное отношение к этому. Да, свое отношение. А как бы я поступил в этой ситуации? Например, вот услышали что-то, как бы я поступил в этой ситуации? А что это за ситуация? Немножко полюбопытствовать о самом явлении. Да, таким образом мы вырабатываем хоть какую-то минимальную готовность. То есть иметь интерес все-таки, не убегать от этой плохой темы. Да, потому что люди, когда вот возникают какие-то трудные ситуации, люди же, они, когда особенно становятся жертвами, первое чувство, которое человек испытывает, это же стыд. Стыд за то, что... А в основном это детский стыд, да, за то, что ты такой несовершенный, такой глупый, что ты как будто попался как лох, да. Или, например, чувство вины. Особенно перед близкими, особенно если это действительно вы потратили, допустим, бюджет, семейный бюджет, и тогда, естественно, появляется чувство вины. И если человек не будет делать усилий в этом направлении, чтобы выйти из этого, то, естественно, он из этого круга просто может и не выйти. Как, собственно говоря, происходило жертвами, вот с первыми жертвами, когда вот это явление стало массовым. Да, и бывали же и очень плохие ситуации, грустные ситуации, когда это заканчивалось вообще трагически. И чтобы до этого не доходить, надо понимать, что это определенный вид деятельности тех, кто создает эти мошеннические схемы. Это их заработок. Да? Значит, против действия всегда есть какое-то противодействие. И, естественно, вот какое-то противодействие, оно должно и находиться на уровне... Вот тут уже начинаются чисто какие-то психологические законы, да, когда мы вырабатываем какие-то контрмеры. А что такое мы вырабатываем отношения? Это когда мы осознаем собственные установки, а какие у меня установки по поводу вот этого вопроса, допустим, финансов, да, какие я получила, допустим, модель, какую модель я получила в своей семье, например, и какими убеждениями на сегодняшний день я руководствуюсь в финансах. Вот я думаю, что для думающего человека это тоже определенный момент для того, чтобы изучить этот вопрос. То есть трудности нам даются для того, чтобы к ним вырабатывать отношения. Развиваться, вот дальше. Именно. Да. Стать более финансово грамотными. Да. А вот все-таки, если вдруг с человеком все это произошло, он не может подойти, да, и вот рядом мучаются же еще близкие. Да. Вот как лучше близким общаться с таким человеком, который попал в трудную ситуацию, и могут ли они помочь? Могут помочь, когда они реально понимают, что вот моему близкому человеку нужна опора. Опора, да, не в виде вот каких-то давать какие-то готовые ответы, а именно для того, чтобы он разобрался, для того, чтобы он вышел из этой ситуации победителем над собой. Но это вот сказать легко, очень часто люди... Наоборот, осуждают. Да, наоборот, потому что первая реакция, она часто бывает болезненная, да, такая эмоциональная болезненная реакция. И вот если этот период прожить, не боясь прожить, вот получилось, как получилось. Иногда бывает, что люди кричат друг на друга, ссорятся, да, просто на этом не застревать. Даже если такая реакция получилась, мы же потом успокаиваемся, и вот взяли паузу, успокоились, а потом начинается этап рассуждений. Как так получилось? Почему это получилось? Почему я попался? Да? Это на самом деле очень хороший вариант для того, чтобы осознать себя, потому что мы не можем быть, вот как мы уже ранее говорили, мы не можем быть готовы ко всем сложностям, которые нам уготовила жизнь. Да, и вот честность с самим собой в этой ситуации, она вот просто является такой спасительной палочкой, как бы стыдно и трудно не было. Потому что, не бывает так, чтобы мы с первого раза ко всем вопросам были готовы и выработали, и поступали бы, вернее, идеально. Так не бывает. И поэтому, не боясь таких вещей, говорить об этом. Но для того, чтобы не ранить
своего родного человека, конечно, тут нужна определенная стратегия, тактика, она очень индивидуальна. Она зависит от индивидуальных особенностей вот нашего близкого человека. Если, например, скажем, человек очень эмоциональный, подвержен вот таким каким-то истерическим реакциям, да, то в этом случае надо прямо идти как по минному полю. По чуть-чуть, вот по именно разговаривать дозами, что называется. А если же человек достаточно спокойный, разумный, то вообще всегда очень важно на самом деле задавать вопросы. Вот если мы умеем задавать вопросы нашему близкому человеку, что мы делаем? Мы побуждаем его осознавать. Рассуждать. Да, вот как бы внутри себя. И вот когда вы слышите его рассуждения, когда вы отражаете, вот он рассуждает, а вы, значит, отражаете его переживания, таким образом у вас появляется возможность реально стать опорой своему близкому человеку, и таким образом можно и найти и ответы. На самом деле достаточно грамотные ответы и грамотно выходить из этой ситуации победителем над собой, потому что трудные ситуации или, скажем, ошибочные действия, они иногда от нас не зависят. Вот действительно внешние, вот, допустим, внешние какие-то влияния, они вот сыграли вот такую роль. Что делать? Случилось в этой жизни. И чего ходить позориться? Не вы первый, не вы последний. Такое ощущение, что мы как будто бы закаляемся в чем-то, да? Абсолютно верно. Вот как раз очень хорошее слово «закалка», потому что, как мы в этой жизни научимся какой-то жизненной устойчивости, если в нашей жизни не бывает сложностей? А если к этому относиться, вообще, особенно в якутской культуре же есть очень хорошее слово «тургуту», то есть испытание. Если к этому отнестись как к испытанию, знаете, как люди на самом деле вдохновенно могут решать эти вопросы, между прочим, без психологов. Давайте вернемся как будто бы к началу, да, когда человека пугают. Вот в мошеннички же входят путем запугивания, введения в какой-то стресс. И вот здесь очень важно остановиться, да, прежде чем действовать. Абсолютно верно. Как это вообще? Да. Вот смотрите, вы сказали очень важную вещь. Как действуют мошенники? Они же вас вводят в состояние фрустрации, да, стресса, для того, чтобы вы не могли опомниться. Вы должны за короткое время принять какое-то решение. То есть вас запугивают. И внутри вас есть какие-то внутри вас появляются какие-то отклики, да, какие-то чувства, или вы испытываете какие-то эмоции, они на самом деле вам говорят что-то. Вот очень важно в этой ситуации попытаться удержать паузу. Просто взять паузу. Просто ничего не делать, да? Просто ничего не делать. И просто прислушаться к себе. Потому что все умные люди на этом свете знают, что ответы чаще всего находятся внутри нас, очень важно их услышать. Вот. А тем более, если вас в этот момент давят и требуют, чтобы вы быстро приняли решение, запугивают, да, допустим, там что-то случилось с вашим близким человеком, давайте вот вы отправьте такие-то деньги и так далее и тому подобное, а вы задайте себе вот критичный вопрос, а на самом деле ли он туда попал? То есть потому что теперь уже самому себе вопросы задавать научиться. Да, еще. Потому что очень часто вообще мошенники на чем работают? На чувстве страха. А чувство страха, как известно, это один из самых таких сильных чувств, которые, по сути дела, определяет принятие решений вот в этой жизни. А страхов же много. В обществе довольно много напряжения. Человек, который находится в эмоционально напряженном состоянии, он быстро подвергается страху. И поэтому, если вы испытали чувство страха, вот, на мой взгляд, конечно, сказать легко, но все-таки надо попытаться в этот момент взять паузу, послушать себя. Вам нравится принимать решения на уровне страха? Если вы принимаете решение на уровне страха, это уже ошибка. А вот смотрите, общество, в общем-то, находится в стрессе. Да. Сейчас у нас жизнь так убыстрилась, она действительно новая, другая. Да? Мы с вами разговаривали до эфира, что она больше западная стала. Да? И вот как в этом замкнутом вот этом стрессе, постоянно находящему человеку, вот находить вот эти минуты разума, когда вот
Это же везде запугивает нас. Да. Ну, хороший вопрос, да? Хороший вопрос. Тут надо, наверное, сказать о том, что в психологии есть так называемый, ну, подход, там же много подходов разных. И вот, например, есть такой автор, может быть, слышали, Эрик Берн, у него есть очень хорошая теория «я-концепции». Да? Ну, если очень упрощенно говорить, то в любом человеке «я» человека состоит из трех «я», значит, это его детское «я», это его родительское «я» и это его взрослое «я». Детское «я», оно отвечает за такое творческое отношение к жизни, и в том числе, и параллельно он отвечает за, скажем так, все, что я говорю очень примитивно сейчас, да, поэтому очень упрощенно. Хотела бы предупредить об этом. И вот это детское «я», оно часто, вот как раз оно пугается. Пугается. Пугается, да, пугается, да. Ага. И детское «я», оно обидчивое, оно иногда злится, гневается, да. Это вот есть у каждого человека. Да. Теперь так называемое родительское «я» – это не совсем только родительская фигура, это контролирующее наше начало, когда мы контролируем себя, да. И вот в родительское «я» часто отвечает именно за вот такое формирование критичного мышления. Вот. Ну и взрослое «я», которое мы формируем на протяжении всей своей жизни. Да? И вот взрослое «я» – это то самое начало, которым можно сказать, что там в нем должно быть сильным такое качество, как устойчивость, внутренняя устойчивость. Да? А вот вы говорите, мы живем в состоянии стресса. С одной стороны, мы действительно живем в состоянии стресса постоянно, потому что мир меняется, и мир стал очень жестко информированным. То есть можно сказать, что, может быть, даже информирование излишнее, да, существует такая агрессивная информативность. Да? И это нас, людей, фрустрирует, мы из-за этого находимся постоянно в состоянии стресса. Вот почему, например, доктора нам же иногда советуют отказаться от соцсетей, да, сделать какой-то перерыв, чтобы мы не поддавались всей этой информации. Потому что излишняя информация, она действительно нас выводит из состояния равновесия. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вы посмотрите, какой качественной стала современная жизнь. Да? На самом деле люди сейчас очень стали красивые, люди хорошо питаются, люди живут в очень хороших условиях. Как будто мы к этому стремились. Да, вот именно. В том-то и дело, что мы это все создавали, а потом, когда этот мир пришел, и вот, ну что творится там, если возьмем политику, геополитику, постоянно повод для волнений, да, как мы дальше будем жить и так далее, война и прочие вот какие-то сложности. Но на самом деле на протяжении всей истории человечества же всегда были такие вопросы. Просто не было соцсетей, просто интернета не было, да, и вот это все оно сказывается. И уметь быть устойчивым в этой ситуации – это как раз качество взрослого человека. Мы его формируем, эту устойчивость. А что такое устойчивость в психологическом смысле? Это когда мы воспитываем наши чувства. А вот формируем это вот как раз это через чувства, да? Это формируем. Да, когда мы воспитываем, например, наши чувства. Вот, допустим, возьмем чувство обиды. Да? Допустим, мы там обиделись на нашего близкого человека. В реальной жизни как это происходит? Вот мы поругались, значит, держим какую-то паузу, какое-то время, а потом же мы все равно выясняем отношения. Или выясняем, или делаем вид, что все хорошо, и как бы мы проехали. Да? А что делают взрослые люди? Взрослые нормальные люди, они разговаривают. А что это было? Да? Осмыслили, осознали, и оказывается, вот эта ситуация, она нам, допустим, что-то показывает. Показывает, что, например, мы недовольны там друг другом, или у нас разногласия есть. Это же нормально. Вот это и есть, ну, можно сказать, что это признаки, допустим, самовоспитания. Но мы все равно так или иначе, взрослый человек всю жизнь занимается воспитанием самого себя. Иначе мы просто не можем повзрослеть. Но иногда хочется, чтобы это остановилось, чтобы прийти к стабильности. Но, понимаете, вот сверхожидание стабильности, это же тоже такой некая наивность, и вот это детское ожидание того, что будет все так же хорошо, как в детстве, когда о тебе заботились взрослые.
да? Да. А мы, увы, с нашими нынешними современными потребностями, нашими установками. Ну, на очень интересной теме мы уходим на рекламную паузу, но мы возвратимся, друзья, возвращайтесь через несколько минут. И мы продолжим нашу тему. Мы снова в эфире и продолжаем тему денег, психологии денег с Октябриной Ксенофонтовной. В первом блоке мы поговорили о сиюминутных эмоциях, а сейчас поговорим о глубинных установках. Вот, Октябрина Ксенофонтовна, говорят же, есть денежное мышление бедных, да, денежное мышление. Откуда берется финансовое поведение? Вот, действительно ли все из детства? Но можно сказать, что в большей степени это действительно так, да, потому что есть такое понятие, как модель семьи, или есть жизненные сценарии, где мы бессознательно это все усваиваем в основном в детстве или в молодые годы, и потом бессознательно их же воспроизводим. Но если вообще вот так сделать немножко историческую отсылку, то если вообще вот так посмотреть, то в нашей стране, вот, допустим, особенно вот в Якутии, если возьмем историю Якутии, то люди достаточно долгое время не знали, что такое денежные отношения. Не потому что они не знали, а потому что этих денег было очень мало. Допустим, в 60-х, в конце 50-х, 60-х годах только жители стали видеть реальные деньги. Реальные деньги. Ну вот смотрите, это же не так долго. Это не, вернее, не так давно это происходило. Да. И за счет этого сама культура потребления именно денежных масс, освоение товарно-денежных отношений, она, можно сказать, у нас находится все-таки в состоянии только становления. То есть мы проживаем некий детский этап взросления. Да, выработки к этому. А вот то, о чем вы уже говорили, вот западная модель, которая вот сейчас к нам пришла после 90-х лет, после 90-х годов, вы посмотрите, на Западе эти отношения, ну, капитализм, да, капиталистические отношения, они же складывались веками. Ну да. Да, и поэтому вот эту модель, которую мы сейчас осваиваем, на нее все равно требуется какое-то время, да, и психика человека к таким вещам, она не вырабатывает отношения вообще очень быстро. И поэтому в какой-то степени вот то, что мы бываем иногда не готовы к каким-то вопросам, касаемо вот именно вот этих вопросов, я думаю, что это, ну, нормально. Это нормальный процесс, который, можно сказать, что такой эволюционный путь на самом деле освоения идет. А вот что касается... И поэтому вот даже вот если посмотреть, ну, нынешние дети, они, конечно, вот сейчас действительно получают какую-то установку от своих родителей, осваивают определенную модель товарно-денежных отношений более ярко, чем, допустим, люди нашего поколения. Да? Мы в целом деньги не то чтобы не видели, но нам, допустим, там давали какие-то деньги на то, чтобы мы конкретно пошли, купили что-то, да, и у детей... не было проблемы тогда. Не было, да, у детей не было карманных денег. То есть такие отношения, они не были распространены тогда, да, просто потому что этих денег было мало. Вот. А сейчас вы посмотрите, затоваренность, допустим, посмотрите на магазины и прочее, да, то есть, опять же, после 90-х годов, когда все-таки мы стали осваивать капиталистический путь развития в нашей стране, и стала формироваться психология потребления. То есть, на самом деле, вот совершенно вот поколение бабушек, дедушек, поколение родителей, поколение детей, мы все живем в совершенно разные времена. Да, и, естественно, у нас модели, установки наши, убеждения и жизненные сценарии, они очень сильно отличаются. То есть изначально я могу сказать, можно спрогнозировать, что это все равно лежит в основе каких-то противоречий, которые будут где-то обязательно получат свое развитие в виде конфликтов. Да? То есть это изначально заложено. Поэтому я хочу сказать, что психология бедности
Я бы не сказала совсем вот психологии бедности, я бы сказала, скорее всего, неготовности вообще к освоению. Просто уровень развития у нас Просто сейчас уровень такой. развития такой. Мгм. И поэтому то, о чем вот вы говорите, психология бедности, как таковая, она у нас совершенно, ну, как мне кажется, она сильно отличается от тех же западных моделей. И поэтому мы сейчас находимся, можно сказать, вот я, например, как практик, могу сказать, что я больше за этим процессом наблюдаю. Тоже как изучаете, Да, исследования изучаем, происходят. да, потому что это какое-то новое явление, все равно оно новое, и, естественно, требует изучения для того, чтобы потом более точно работать, если возникнут какие-то проблемы. Мгм. Вот, и поэтому могу сказать, что у нас сейчас идет формирование, вот российская экономика, а вот подъема российской экономики, как бы мы там, есть критики, которые говорят, что это не так, что плохо там и так далее и тому подобное, тем не менее, я вот, допустим, как взрослый человек, который жила в советское время, Ну, мы видели пустые постсоветское полки, время, да. да, я могу сказать, что тут разница очень большая. Мы наверняка все-таки так хорошо финансово никогда не жили, как бы Не его жили. не ругали. Да? И поэтому могу сказать, что это тоже в определенной степени новое явление, которое порождает какие-то, ну, можно сказать, ну, тоже влияет на качество нашей жизни. Новый стиль поведения, Новый да, стиль скажем так? абсолютно поведения Мгм. и такое освоение нового уровня жизни, качества жизни. Да? И Мгм. поэтому, на самом деле, между прочим, и становится очень на потребностном уровне увеличивается желание психологизироваться у населения тоже, потому что когда Мгм. качество жизни улучшается, финансово-экономическое качество, Люди больше естественно, обращаются к психологу. люди больше обращаются за психологическими услугами, потому Мгм. что вперед выходят более тонкие потребности, связанные уже со сферой чувств, сферой эмоций, да, там более людям это же качество жизни. Людям хочется понять свои мотивы, да, чего он больше хочет и так далее. То есть более тонкие структуры Ну вот, начинают быть да, на потребностном понятно, уровне. что общество растет, но Мгм. вот эта информированность, она же тоже добавляет нам ну, знаний какие-то, да? Да, да, конечно. И поэтому во взрослой жизни человек может как-то подкорректировать вот те установки, которые мы получили в детстве, да, вот эта модель Да, поведения наших родителей конечно. или Конечно. наши дети, да? Да, это тут больше, наверное, все-таки касается людей, которые вообще привыкли брать ответственность, да, и вообще формировать свое отношение к жизни. А кто я, как я хочу жить, на кого я хочу быть похожим, что в этой жизни мне интересно, может быть, я ни на кого не хочу быть похожим, а хочу жить своей жизнью, да, но что это такое, то есть какое-то исследование самого себя. Вообще, если вот так говорить, чем больше улучшается качество жизни в экономическом, финансовом плане, тем больше у людей формируется желание познать этот мир, и в том числе как раз связано с финансами, потому что финансы же это та экономическая основа, которая тебе позволяет в этом мире что-то делать, куда-то ехать, что-то приобретать. А смысл в чем? Ты хочешь это сделать для того, чтобы с кем-то проконкурировать, кого-то победить, или ты это хочешь удовлетворить какие-то свои глубинные потребности? Да? И с этой точки зрения, как мне кажется, сейчас наконец-то в нашей стране формируется какой-то такой, ну, я не знаю, правильно ли я говорю, какой-то средний класс, который по большому счету осваивает достаточно высокий уровень жизни Мгм. в качественном плане. Мгм. Вот. Но тоже новое явление. Ну, вот из разговора стало понятно, что развиваться нам, ну, это уровень необходимости, скажем так, Да. поскольку мир быстро развивается, и нам Мгм. тоже надо бегать. А вот есть люди же, которые вообще не хотят решать вопросы, да, вот эти Есть. по финансовой дисциплине, мы Мгм. все-таки по финансам сейчас, да. И вот что им мешает, как вы думаете, какие есть барьеры, которые мешают им вести хотя бы учет доходов и расходов, ну, как-то смотреть на свои финансы? Я думаю, тут все-таки, наверное, тоже больше касается вопроса такого детского отношения, когда эти вопросы ты хочешь, чтобы кто-то решал другой.
Потому что они неприятные, они, значит, там надо быть дисциплинированным, да, для того, чтобы, например, вести вот этот учет. Качество жизни, опять же, вот то самое качество жизни, о котором я говорю, он же подразумевает на самом деле, чем лучше ты живешь, тем больше на самом деле ты должен осваивать, по большому счету, и дисциплину тоже, и ответственность. Потому что без этой самой ответственности ни о какой дисциплине речи быть не может, да? А если я хочу хорошо жить, как без вообще дисциплины жить? Вообще. А самая обычная дисциплина, в том числе, которая касается и финансовых вопросов. Потому что мы же, рассчитываем, допустим, у нас же есть определенный доход, мы рассчитываем, как мы будем им пользоваться, куда идут мои, допустим, какие выплаты у меня ежемесячные и прочее, и прочее. Это все, допустим, рассчитать. Как без этого? Но помните, вот когда в 90-х годах появились первые богатые люди, у нас идея у всех появилась, желание быть богатыми. Все говорили, вот богатыми. А на самом деле это же тоже такой наивный был подход, потому что на самом деле богатство, настоящее богатство, это же надо уметь, что называется, нести на своих плечах, да? А люди путали с обеспеченностью. Мы должны говорить о том, как мы обеспечиваем себя. И свою жизнь. Индивидуально. Да. И вот это обеспечение своей жизни, вот это и есть на самом деле тот вопрос, который мы сейчас массово учимся решать все, когда изменились условия функционирования вообще государства. Да? И мы учимся и у других культур, мы видим это у них, и вот как раз финансовая грамотность, как мне кажется, одна из самых очень важных потребностей, которой мы сейчас должны этому учиться. И вообще экономическое мышление. Да, потому что мы должны уметь рассчитывать, как мы будем жить в этой жизни, как мы будем себя обеспечивать. Естественно, мы своих детей должны этому учить. И вот ограничения, о которых вы говорите, или вот вопросы, связанные с тем, что люди не хотят этим заниматься. Но хочешь, не хочешь, если ты оказался в этом мире, есть вещи, которые сильнее человеческих желаний, да, есть вещи, которые ты обязан делать. Если ты родился, если ты оказался... Ты должен жить, да, и у тебя в этом смысле нет выбора. Ты должен учиться этим вещам. Значит, надо учиться. Слава богу, сейчас инструментов очень много, в том числе вот ваш эфир тоже, которые на самом деле побуждают людей думать, да, побуждают людей думать и вырабатывать к этому грамотное такое отношение. Деньги же это всегда были проекции, допустим, власти, или там кто-то через деньги там думает, что он получит любовь, или там какой-то статус получит, да, и так далее. Но на самом деле вот это сверхзначение денег, когда был дефицит денег, а потом вдруг появились у нас богатые, и, как мне кажется, это тоже проблематика такое взросление общества, а на самом деле, я думаю, вот как раз через все эти сложности мы учимся вырабатывать более сбалансированное, грамотное и, самое главное, спокойное отношение к деньгам. Еще хочу добавить, что деньги никуда не уйдут. Вот они именно. Будут и в будущем, поэтому нам как раз важно учиться тому, что... Да. А вот интересная тема. Вот мы взрослые, да, сами учимся, а у нас есть дети. Вот как вы представляете общение детей, родителей и детей по поводу денег? Думаю, что это... часть нашей жизни, и поэтому, как мне кажется, совершенно спокойно, это, часть нашей жизни, поэтому... Разговариваем как есть. Как есть. И вообще, я думаю, что детям-то врать нельзя, да, и как раз у родителей, мне кажется, очень хорошая возможность через того, что ты детей своих готовишь вот к этим отношениям, ты и сам осознаешь, и ты сам вырабатываешь дисциплину. То есть, вечная тема родителей, которые должны готовить своих детей к взрослой жизни и тому, как ты реально своих детей готовишь к этим деньгам. Да? И я хочу сказать, что к деньгам, нам пора учиться, наверное, все-таки относиться сбалансированно. Потому что деньги, без них никуда, но и нельзя из них тоже, сверхзначимость денег тоже на самом деле нельзя придавать какую-то очень большую сверхзначимость. Это же функция все-таки. Вот.
Так, поступил вопрос Мгм. к нам из Салдана, 70 лет. Здесь Мгм. по-якутски попробую перевести. В советское время сибирская кемге олар үлени итиппеккен ороллор этежелетин. Мгм. Дети делали все, да? Мгм. А, Бес хачкина бердахтерне үрүбөгө болаччыбыт билиңе олар атыттар хачел бага быхарар собас тени хайдак огуннарабыт идеология сох болла. Ну, тут говорится, опять же, проблема вот этих отцов и детей, да, пишет, задает вопрос, каким образом решить вот этот вопрос, что дети сейчас... раньше у нас было вот так, Мгм. за 5 копеек мы ходили в кино. Мгм. Мгм. Ну, в общем, это вопрос, связанный с ценностями. Да, и я думаю, что проблема ценностей, она тоже, кстати, будет всегда, и была, и есть, и будет, и формирование ценностей. Раньше вот, ну, человек говорит о том, что была идеология, поэтому с этой точки зрения было легче, да. Мгм. Соглашусь, это действительно так. Нынешним родителям с этой точки зрения потяжеловато, но тем не менее есть, как мне кажется, не меняющиеся ни под каким видом, ни под какими изменениями общечеловеческие ценности. Общечеловеческие. И мне кажется, вот в этих вопросах могут возникнуть сложности только из-за того, что взрослые тоже могут совершать ошибки, вот, допустим, максимализируя сам вопрос. Мгм. Когда человек относится, говорит, вот тогда было хорошо, а вот сейчас, значит, плохо. Не так, да, потому что есть вечные ценности, которым людей надо учить. Например, уважать чужую жизнь, Мгм. уважать какие-то чужие ценности, что человек имеет право на свое какое-то мнение, ну и так далее, и подобные вещи, да, уважение, любовь, потом любовь к труду, да, ну без этого, ну То есть, никак, получается, фильтровать вот это вот денежное поведение через человеческие ценности. конечно, То да. есть не падать вот в это вот Елена Петровна, потребительство. абсолютно очень точно сформулировали, так оно и есть. Мгм. Потому что те же денежные отношения, я же вот говорю, что надо перестать просто их идеализировать и возводить прямо в какой-то вот на пьедестал и говорить, что только это решает. Это же было проблемой после 90-х годов, когда случился развал страны, и когда капиталистические ценности пришли и стали говорить, во главу угла должны быть поставлены только деньги. Да? Мгм. И когда первые лица, ну, в стране, там, так называемая наша элита, все ушли в деньги, что называется. Слава богу, сейчас же все это тоже приходит в баланс. И все начинают понимать, что да, и денежно-товарные отношения, они всегда были и будут, но нельзя их возводить в ранг первого места. Ой, очень интересно с вами говорить, Екатерина Мгм. Ксенофонтовна, но время идет к Ага. концу. Можете дать советы, да, для того, чтобы управлять деньгами, чтобы быть более финансово здоровыми? Мгм. Для того, чтобы быть финансово более здоровыми, на самом деле, я думаю, что не скажу ничего нового, если скажу, что деньги – это отношения с деньгами, это такая же деятельность, как все остальные виды деятельности. Да? То есть к деньгам надо вырабатывать отношение как к явлению, который очень нужен, без которого мы жить не можем, но нельзя ему придавать сверхзначение. Ну, спасибо большое, Екатерина Ксенофонтовна. На этой ноте мы прощаемся с вами. Берегите себя и относитесь к своим чувствам бережно. До новых встреч.